Глава республики провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Анатолием Князевым. Обсудили кормозаготовительные работы. Сейчас разгар сезона. Лидер на сегодня по темпам Карткирос. Там заготовили уже четверть от планов объемов. Трудности у Инты и Усинска там. Травостой небольшой, а на полях много воды, из-за которой техника вязнет. Работы идут неплохо, лучше, чем к уровню прошлого года. Если мы в прошлом году на эту дату заготовили где-то 2,5 условных кормовых единиц на одну голову, то в этом году 3,5. Это уже хороший показатель. То есть выше получается? Выше, да? получается, да. И мы идем лучше, чем средний показатель по северо-западному округу. Курирующий вице-премьер признал, что по некоторым показателям, в частности по заготовке сена, план выполняется не полностью, но поможет в этом недавно закупленная техника. Также Сергей Гапликов спросил о комплектации кадрами тепличного комплекса в Сосногорске, ведь здесь вопрос до сих пор остается открытым. Многие знают об этом проекте и хотят там принять участие, значит, пройти переподготовку, повышение квалификации. Вот то, что вы сказали насчет там Сосногорской Ухты, да, это понятно, но тем не менее надо с владельцами, с теми, кто реализует проект, тоже эту тему иметь в виду. Тема она присутствует, да. Потому что у нас территория большая, безусловно, людей, желающих работать много. Если в этой ситуации Сосногорская Ухта не даст необходимого количества работников, нам придется привлекать из других территорий. У нас списки есть, уже мы набираем списки фактически. Вопрос надо решить у нас по общежитию. Не обошли вниманием и другие важные стройки. Так, телятник в Пашге на 350 голов подрядчик будет готов сдать уже к сентябрю. Планово идет реконструкция коровника на 200 голов в Межадере. Также Анатолий Князев поделился планами ведомства на следующий год. Планируется построить 5 сельхозобъектов. Причем гранты уже разыграны. Где-то даже началось строительство. Это 2 фермы в Сыктывдинском районе, столько же в Прилузском и 1 в Краткеросском.